Урок номер 36. Ай и кн. Вы научитесь слушать и понимать текст, определять его тему, употреблять и писать предлоги из-за и из-под. Узнаете, что такое основная мысль. Научитесь определять ее. Упражнение 1. Прочитайте загадки, отгадайте их. Ты весь мир обогреваешь и усталости не знаешь, улыбаешься в оконце, а зовут тебя все солнце, отгадка солнца. Освещает ночью путь, звездам не дает заснуть. Пусть все спят и не до сна, ночью светит нам луна. Правильно, отгадка луна. Упражнение 2. Послушайте легенду, придумайте заголовок, назовите главных героев и основные события. У одного бая росли две дочери, Айсулу и Кунсулу. Они были так прекрасны, что их сравнивали с небесными светилами. Сестры постоянно спорили, кто из них красивее. Однажды Кунсулу рассердилась на сестру и поцарапала ей лицо. Расстроился отец и сказал: «Каждый, кто живет на земле, красив, а вы этого не поняли. Быть вам всегда вдали от людей». Сестры превратились в луну и солнце. Люди говорят, что Айсулу стыдится своего поцарапанного лица, поэтому она появляется ночью, а Кунсулу днем. Бір байдың Айсулу және Кунсулу есімді екі қызы болыпты. Олардың сұлулығы соншалық, оларды аспан шырақтарына теңейтін. Апалы-сіңілі қыздар өзара кім сұлу екенін айтып, үнемі дауласа береді екен. Бір күні Кунсулу әпкесіне ашуланып, оның бетін тырнап алады. Бұған әкесі қатты ренжіп былай дейді: «Жер бетінде өмір сүретін әрбір жан сұлу, ал сендер соны түсінбедіңдер. Енді мәңгі бақи адамдардан алыста болыңдар». Сол кезде қыздар ай мен күнге айналып кетіпті. Адамдардың айтуынша Айсулу бетіндегі тырнақ ізінен әлі ұялады екен. Сондықтан ол түнде, ал Кунсулу күндіз шығады екен. Теперь выполним задание. Заголовок: Айсулу и Кунсулу, или легенда о солнце и луне. Главные герои Айсулу и Кунсулу — отец Бай. Основные события: постоянные споры сестер о том, кто из них красивее. Ссора, в которой Кунсулу от злости поцарапала лицо Айсулу. Наказание отца, который отправил дочерей жить далеко от людей. Превращение сестер в небесное светило, солнце и луну. Почему спорили сестры? Они не могли решить, кто из них красивее. Почему рассердился их отец? Отец расстроился и рассердился из-за того, что Кунсулу поцарапала сестре лицо, и они не поняли важную истину. Каждый человек на земле по-своему красив. Упражнение 3. Прочитайте отрывок из легенды. Можно ли утверждать, что этот отрывок главное, ради чего придумана легенда? Обсудите с одноклассницей. Расстроился их отец и сказал: «Каждый, кто живет на земле, красив, а вы этого не поняли. Быть вам всегда вдали от людей». Әкесі ренжіп былай деді: «Жер бетінде өмір сүретін әрбір жан сұлу, ал сендер оны түсінбедіңдер» деді. «Енді мәңгі бақи адамдардан алыста болыңдар». Бұл үзіндіні аңыздың негізгі ойы деп айтуға бола ма? Иә, бұл аңыздың негізгі ойы. Себебі мұнда әкесінің сөзі арқылы кез келген адамның өзіндік сұлулығы болатыны және қызғаншақтық пен тәкаппарлықтың жақсылыққа апармайтыны туралы маңызды ғибрат айтылған. Да, эту фразу можно считать основной идеей рассказа. Слова отца говорят о том, что каждый человек на земле сам по себе красив, а девушки этого не поняли. Это и есть основная мысль этой легенды. Основная мысль — это главное, о чем говорится, то, чему учит текст, к чему призывает. Основная мысль раскрывает тему текста. Упражнение 4. Рассмотрите цепочку событий, что в ней пропущено. Первое. Сестры спорили, кто из них красивее. Потом пропущена ссора, в которой Кунсулу от злости поцарапала лицо Айсулу. Дальше отец расстроился, потом сестры превратились в луну и солнце. Упражнение 5. Составьте по каждой картинке предложение, используйте предлоги и напишите
тетради. Девушки встали из-за стола. Кошка появилась из-под стола. Упражнение 6. Рассмотрите картинки и ответьте на вопросы. Используйте предлоги из-за, из-под. Напишите ответы в тетради. Откуда поднимается солнце? Солнце поднимается из-за гор. Откуда показался цветок? Цветок показался из-под снега.